Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Необходимо быть крайне внимательным при покупке. МВД предупреждает о необходимости проверки документов на автотранспортное средство. Гости в студии поделятся интересными историями. ГТРК ИР ведутся съемки нового телепроекта «Сталинирцхинвал». Зрелищная игра для любителей футбола. В столице состоялась товарищеская встреча между местным «Спартаком» и командой «Владикавказ». Президент Алан Гаглоев с рабочим визитом находится в Кабардино-Балкарской республике. Сегодня там состоялись встречи с главами Кабардино-Балкарии, Абхазии и Северной Осетии, а также с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайко. Далее югостинская делегация посетила Международный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ». Гости осмотрели стенды, где организаторы выставили производимую в Кабардино-Балкарии продукцию, а также демонстрировали проекты по развитию туризма. Далее состоялась торжественная церемония закрытия форума. Выступая перед собравшимися, президент Алан Гаглоев подчеркнул значимость проведения подобного рода мероприятий и добавил, что форум – отличная возможность для реализации многих проектов в сфере туризма. Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Международного молодежного туристско-патриотического форума. Данное мероприятие является важным инструментом формирования проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Обсуждение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. Значение сегодняшнего международного форума, его программа и состав участников говорят об его интернациональном, мироутверждающем характере. Это возможность установления дружеских отношений между различными национальными, конфессиональными и этническими группами. Форум «Единый Кавказ» по праву можно считать одним из значимых событий. Чтобы не стать жертвой мошенничества при покупке автотранспортного средства, необходимо проверить у продавца наличие всех документов. МВД обращается к жителям республики воздержаться от сомнительных сделок. По сообщениям министерства, на днях правоохранители передали владельцу угнанный 9 лет назад автомобиль. Машину несколько раз перепродавали, последний раз жителю Южной Осетии. Министерство внутренних дел обращается к жителям республики быть крайне внимательны при покупке автомобиля. За последнее время желающих приобрести новенькое авто становится все больше. И чтобы приятная покупка не обернулась большими проблемами, правоохранители напоминают о необходимости проверки автомобиля на юридическую чистоту. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения. При покупке автомобиля воздержитесь от сомнительных сделок. Проверяйте у продавца наличие всех документов. Не приобретайте автотранспорт без гарантии юридической чистоты. Ранее представителю российской страховой компании был передан автомобиль «Лада Приора», который с 2014 года находился в розыске в Ставропольском крае. Он был найден в Цхинвале в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Южной Осетии. Машину отправили на экспертизу в информационно-координационный центр. Эксперты центра восстановили так называемый ВИН-код автомобиля и установлен его владелец. Угнанный автомобиль был несколько раз продан, последний раз жителю Южной Осетии. По факту угона автотранспорта было возбуждено уголовное дело. Для экспертов совместного информационно-координационного центра это не первый случай, когда они выявляют угнанные автомобили. И сейчас машина была доставлена в пункт назначения. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Вадим Габараев. Информационный выпуск сегодня. На ГТРК ИР полным ходом идет подготовка к новому телевизионному сезону. В череде новых программ проект заслуженного артиста Республики Южная Осетия Игоря Тасоева «Сталинирцхинвал». Гости будут делиться интересными историями разных лет. В передаче прозвучат и музыкальные композиции. Съемки стартовали на прошлой неделе. Репортаж Агунды Губусовой.
Радушный прием, уютная атмосфера и теплые воспоминания о былом. Именно в такой обстановке проходят съемки нового телепроекта «Сталинир Схинвал». Темами телепередач станут воспоминания о родном городе. В формате живого диалога гости студии делятся интересными и, возможно, забавными историями, которые случались с ними в разные годы в Сталинире или уже в Схинвале. Съемки новой телепередачи стартовали на прошлой неделе. Телезрители смогут посмотреть развлекательную программу в новом телевизионном сезоне. Идея создания возникла спонтанно. Ее тут же поддержали друзья, родственники и просто знакомые, рассказывает ведущий программы Игорь Тасоев. Это идея витала, с которой я пришел для телевизионной версии к вашему директору, к Хатуне Руслановне Казьевой. Я предложил создать вот такой телевизионный проект. Она с одобрением ответила мне, поэтому, конечно, выражаем ей большое спасибо. Благодаря этому проекту старшее поколение освежит в памяти события былых лет, вспомнит добрые традиции. Молодежь же, в свою очередь, сможет познакомиться с историей родного края по рассказам взрослых. В наших телевизионных проектах обязательно с нами кто-то должен быть из молодого поколения, чтобы мы знали, что нужно завтрашнему поколению для красивой истории нашей Родины. И, конечно же, чтобы подарить им то, что было в нашей советской биографии. Я думаю, должно получиться хорошо. Молодежь у нас очень хорошая, очень талантливая, поэтому ей нужно создать хороший фундамент и придать вектор назначения. Самые безобидные и теплые воспоминания у каждого из нас связаны со школой. Именно им и была посвящена первая часть передачи. Вот я урок физики помню. До сих пор первый урок физики. Кто был учителем? У меня учителем был Гасев Леонид Петрович. Он заходит, первое, что нас спрашивает, скажите мне, что у меня в кармане. Представьте, шестикласснику, который пришел на урок физики и который смотрит на эти приборы и думает, что ему сейчас будут что-то невероятное показывать, чуть ли не полеты в космос, а его спрашивают, что учителя физики в кармане. Ну, мы дети, мы, конечно, начали ключи, дартячик понесет историю. Вот, ниша чудис. Он говорит, в моем кармане воздух. В передаче прозвучат музыкальные композиции. Как добавил Игорь Тасоев, они рады всем, кто хочет принимать участие в съемках программы. Главное условие – иметь при себе хорошее настроение. Агунда Губозова, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Продолжается сбор средств на лечение маленькой девочки Дианы Цхавребовой. На минувшей неделе в Цхинвале прошел благотворительный концерт. Все средства, собранные с продажи билетов, были переданы маме Дианы. Всем огромное спасибо. Это не просто слова, а от души, и низкий поклон всем. Здесь небольшая сумма собралась. Я думаю, что достаточно для того, чтобы отвезти ее пока на обследование во Владикавказ. А там дальше наш Минздрав тоже помогут, сделают квоту и отправят ее дальше. Нашу Дианочку. Бирачтартаном Бахуску, то есть Штырбузна Ксанилдар. Я по отдельности даже всех не запомнила, потому что вас так много. Добрый адам. Штырбузна Республика Сахлаваган. Каглуй талани дорт фертан با خاطر استمان شمینم که تل فکس و من فکست یشرمون بیرد یا سوالت تخوره فسست تال خاطر من انتظار استجیت جاناش استنی زوا من شینجینتم ششمی آمودنی نکاچو خشاورت جان استنی زد ما مقام تو محتاج استعمال خاطر رفستم Спасибо. Сотрудники Министерства обороны продолжают благоустройство территории вокруг крепости в селе Приз. Проведен большой фронт работ. Скошена трава, расчищена дорога, постепенно вывозится мусор. Здесь же неподалеку находится родник. Территория вокруг также расчищается. Уборка святых мест будет продолжена и в дальнейшем. Подробности у Елены Газаевой. Продолжаются работы по расчистке вокруг крепости в селе Приз. Строение находится на холме с панорамным видом на окружающие пейзажи и имеет богатую историю, которая уходит вглубь веков. Со временем она потеряла свою первозданность. Это состояние вызывало опасения среди местного населения, которое понимало важность сохранения исторического наследия для будущих поколений. Сотрудники Министерства обороны взяли под патронаж благоустройство территории. Военнослужащими срезаны кустарники, скошена трава и расчищена дорога. Постепенно вывозится мусор. Здесь же неподалеку находится святой источник. Территория к нему также благоустраивается.
Уникальный источник тем, что, скорее всего, это наскальный монастырь, средние века. Говорят, здесь были мощи. И уникален тем, что целительный источник, то есть святой источник. Они всегда пользовались. Сегодня мы имеем возможность увидеть первые результаты благоустройства территории вокруг крепости и насладиться красотами края. Подобные мероприятия по восстановлению исторических объектов не только позволяют сохранять историческое наследие, но и имеют позитивное влияние на развитие туризма. По поручению президента Республики Южная Осетия мы приступили к расчистке. Вернее, завершаем уже его расчистку этого полотна дорожного, которого нам предстоит около 2 километров, мы уже проделали. Приступаем к расчистке внутри храмового комплекса, наскального комплекса, чтобы почистить многовековой пыль, там уже песок, очень сложно там все это. Все это приведем в порядок и, главное, там сделаем нормальную лестницу, чтобы можно было подняться наверх. Далее начнется благоустройство территории часовни животворящего креста на высоте Паук. Лена Газаева, Заур Рустаев, информационный выпуск сегодня. Помощь югостинским бойцам, находящимся в зоне спецоперации на Украине, оказывают организации, предприниматели. Граждане участвуют в сборе гуманитарной помощи. Свой вклад вносит и наша соотечественница по профессии педагог. Она занимается плетением маскировочных сетей. Присоединиться может любой желающий. Волонтеры разместились в здании государственного телевидения. Подробности у Алены Оттаевой. Маскировочные сети – это обязательное снаряжение на фронте, поэтому преподаватель начальных классов 2-й школы Наталья Пухаева вместе с учащимися уже год занимается плетением сетей. Это занятие объединило преподавателей, старшеклассников и просто неравнодушных жителей Цхинвала, которые готовы хоть как-то помочь осетинским бойцам, выполняющим свой воинский долг в зоне спецоперации. Идея изготовить маскировочные сети изначально возникла у ее родственников из Владикавказа. Она решила поддержать и продолжить дело. Волонтеры разместились в здании государственного телевидения. Здесь руководство выделило им помещение, куда нередко заглядывают и работники ТВ. Масен гцил набун шамайва май самат тарфакаса манахофта. Лапута сахотагнам фажуренч загенч шуси кайосит косакава кайоску мавуй шохозан бед. Технику плетения может освоить любой, говорит Наталья. Они нуждаются в поддержке, им не хватает рабочих рук, поэтому обращаются к неравнодушным жителям. По возможности откликнуться на просьбу о помощи, тем более, что работать можно и на удаленке дома. Есть такие семьи, добавила Наталья, которые работают на дому. Мы им предоставляем материал, а они вносят свою лепту в общее такое нужное дело. والدولار بوزنك تما فندز أخن قيتر توان قدون فنجام حجر شرجتان كدون ربوش دست فيتو يا كود بين قوة أما ساونج مو خستوي ما بينج لكان ما درنا فكوستست مجرال ساخدتك سيدكوتا أبليدوت در كاننج أما سا يجوك در كاننج أردام شاون بس تسا ارتم بالفاينج كمان كنت يابونو ما ساوم أروزج فندم أرمستر سخيشان كانن جوليدو دافيدوفنا أما جوجوت روسلونا سا مزداي سيستوي أما نام فكوستستتنج دا يوفتكونا بيرودام نام فكوستستوخ شوي فرستي در ودا Дмитрий Загоев в Северной Осетии сам изготавливал с близкими и друзьями маскировочные сети. Он рад, что Наталья загорелась его идеей. Дело это нелегкое, но необходимое. Маскировочные сети широко применяются на поле боя. Кроме того, осетинские ребята рады осознавать поддержку с родины.
Наройта инага обжойта маня гитсинчизги машкуттакта орозун биен якуттак сарай элим канга кани сеткота фала сарай сеткодар якуттак бетта. Ивди октябрь майсте уже Ольга Александровна Михайлидима Бонхоскут туйма факошти Ольга Александровна ма ифаше одан уже ройтын быртканын. Но уже объем-то сильно масштаб. Надеемся, что люди филдарадам рабочие нахилят протест. Мохандар женичи пендаджи ребактаст. Бохаскана. Если кто-то изъявит желание прийти и поддержать волонтеров, то обучиться изготовлению сетей будет совсем несложно. Алена Утаева, Александр Кукоев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Подарок для ценителей футбола. На городском стадионе состоялась товарищеская встреча между местным «Спартаком» и командой «Владикавказ». О ходе игры нам расскажет наш спортивный обозреватель Батрац Хуриев. В Схинвале на городском стадионе имени Гурама Цхавребова состоялась товарищеская встреча между местным «Спартаком» и командой «Владикавказ», которая играет в третьей российской лиге. В начале первого тайма игра в основном проходила в центре поля, но ближе к концу тайма гостям получилось создать несколько опасных моментов у ворот спартаковцев. Вратарь Станислав Цхавребов был начеку. خواهیم افندیس شما ایمی نامقازم اشخاص ما آدم در باشدسته любой раз так در مخشت است امرشاون یرنن как раз борта машау на бунума мою хатер шавам стенен уже официальный кастам умра стадио снайджи но так тинг карм на се встречат куту. Во втором тайме цхинвальцы улучшили свою игру, стали больше контролировать мяч и проводить атаки. Но на 70-й минуте пропустили быструю контратаку владикавказцев, после которого был открыт счет матча. На это игроки «Спартака» ответили опасным розыгрышем углового. И только благодаря мастерству вратаря гостей, который в прыжке смог отбить мяч после удара нападающего цхинвальцев, счет не сравнялся. В конце игры владикавказцам удалось провести еще одну результативную контратаку. Там просто товарищеский хостафозам. Нас ашарам бунта бирар шедестена. Факостест зохтуй ту мана кавнет чавен. Маршедест тоқоздестам. Уверен шазаганис. Қостудис, жах қостудис. Охам қастата орахтар койкуй на республикаят хоздарой. После игры лучшие игроки обеих команд Сармат Цхавребов и Роберт Наньев получили призы от компании «Мегафон Южная Осетия». Батрас Хуриев, Завар Устаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике облачно с прояснениями. В Заурском районе днем плюс 30, ночью 18 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 25, ночью плюс 14. В городе Квайса днем плюс 23, ночью 12 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 29, ночью 17 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 29 градусов тепла, ночью плюс 16. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.